Итак, друзья, здравствуйте! Это рубрика «Просто тех» о технологиях для всех. В прошлых выпусках мы с вами говорили о Apple и Samsung, но не затрагивали, не побоюсь этого слова, народного бренда Xiaomi. Сегодня мы не просто поподробнее остановимся на этом бренде, а остановимся на конкретном продукте этого бренда. И сегодня у нас на обзоре... Хотя, что я... Интригу держу, вы уже на обложку посмотрели, все увидели. Сегодня у нас на обзоре, не побоюсь этого слова, лучший смартфон за свои деньги. Это Redmi Note 13. Сегодня мы его с вами распакуем. Я вам скажу, что там в коробочке, что там внутри самого телефона. Ну и вы, конечно же, узнаете цену. И в конце ролика вы поймете, что это лучший смартфон за свои деньги. В общем, не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. Итак, друзья, вот мы получили смартфон, значит, он у нас в пленочке, еще не тронутый. Сейчас мы его откроем, не знаю каким образом, ножа я не взял. Ничего страшного. Прорвемся. Нужно найти уязвимую часть. Зря ногти постриг вчера. Сейчас бы было легче открыть. Сейчас бы что? О! Шпилька, ё-моё. Главное, пленочку оторвать. Итак, отрываем пленочку. Все. Теперь он не такой новый. Не такой уж и не тронутый. Собственно-то говоря. Это мы выбрасываем. Нафиг оно не надо. Итак, момент истины. Да чтоб тебя. Красота-то какая! Redmi by Xiaomi, ё-моё. Вот так вот, значит, что у нас в комплекте? Нас встречает вот такая вот коробочка, by Xiaomi он нам пишет, значит. Что у нас в этой коробочке? Мы, значит, ее открываем, у нас тут идет в комплекте скрепочка, вот такая вот скрепушечка, прекрасная, шикарная. Великолепно. Окей, это все понятно. Дальше, что у нас здесь? Это нам не надо уже. Это макулатура, ребятушки, вам вот почитать на досуге, если вам это надо. Так, что у нас дальше? Чехольчик, нифига себе. Качественный чехольчик, вы просто посмотрите. Смотрите. Apple, учитесь. Samsung, блин, ё-моё. Не то, что комплект не кладете тут. Вон, смотрите, какой чехол, блин. В магазинах такой можно купить. Очень качественный чехолчик мы получаем. И, собственно говоря, сам смартфон, пока мы его отложим. Что у нас там дальше по комплекту? Apple где-то платит в сторонке, не экологично, но как бы мы люди простые, да. У нас тут проводуля лежит и блок питания на 33 ватта, мощный, красивый, хороший, значит, тоже упакованный. Заряжаться он у вас будет очень быстро. Вот такой вот у нас комплект, значит, мы это все откладываем в сторону и переходим к тому, зачем, собственно, мы все здесь собрались. Так, сам смартфон. Итак, вот так, значит, он у нас упакован, мы его достаем и, ребята, вы просто гляньте на эту красотень, а? Ну просто космос. Что за цвет? Называется Mint Green. Просто вы посмотрите на этот мятный зеленый. Да это ж просто пушечка. Смотрите, какая Джаночка. Ну, ё-моё, я не могу. Ох, мне нравится, мне прям нравится эта красота. Просто, ребят, за эти деньги вообще кто вам предложит просто дизайн такой? Это же пушка. Мне нравится. Цвет, корпус, все просто. Конечно, ляпаться будет, ну, кстати, не так уж и сильно. Я вот сейчас делаю, и следов так-то не остается. Вот вторая камера снимает сейчас. Да ничего нету, прекрасно, блин, шикарно. Ну и давайте, надеюсь, тут зарядка есть, мы его включим. Собственно говоря, вот, лицезрите, ребята, если вам видно. Ну, тут вам по-любому видно будет. Powered by Android. Стоит ли он? Стоит. Красота. Уверенно стоит. MIUI 14 установлен у нас, значит, из коробки. Русский язык. Мы его сейчас быстренько настроим. Да, я принимаю все условия, да. Не думаю, что это когда-то кто-то читал вообще, но это, в принципе, не важно. Вы просто вот посмотрите на эти рамки. Ребят, просто вот посмотрите на эти рамки, минимальные рамки, нету никаких подбородков, значит, врез в экран, прекрасный, шикарный, дизайн мне очень нравится, плоские грани, значит, у нас тут на нижнем торце USB Type-C, динамик раз, слот для сим-карт, микрофончик, сбоку у нас кнопочки, сверху у нас 3,5 мм, мини-джек, шикарный, чтобы вы вообще
по кайфу втыкали наушники, слушали, вообще потрясающе. Еще один динамик, тут у нас стереозвук, как-никак, инфракрасный порт. Вот, значит, нас встречает вот такая обоина, вот такие загрузочки, и все происходит. И давайте не будем медлить, я уже вам буду говорить о его характеристиках. Начнем с дисплея. Тип матрицы здесь AMOLED, 120 Гц, разрешение 1080 на 2400, плотность пикселей 395 на дюйм. Что это значит? Потому что, вы не знаете, а я вам объясню. Это хороший экран с достаточно хорошей плотностью пикселей, и он шустрый, потому что 120 Гц. 120 Гц мы, собственно, включаем и вообще кайфуем. Все у нас плавно, все у нас быстро, все у нас шустро, происходит вообще просто потрясающе. Вот так мы заходим, все это у нас прекрасно работает. Плотность пикселей говорит о том, что глаза у вас уставать не будут. Экран AMOLED здесь установлен. Always on display не полноценный, 10 секунд, хотя бы что-то. Максимальная яркость 1800 нит, достаточно неплохо, кстати говоря. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Кстати, тут, походу, с завода наклеена пленочка. Как приятно, чехольчик есть. Пленочка тонкая, она на самом деле ни от чего не защитит, но она, есть. В общем, заканчивая с дисплеем, скажу, что он здесь хороший, глаза у вас вставать не будут, скорость вам понравится. Также вы спросите, где же отпечаток, а я вам скажу, что он в дисплее. В бюджетнике и в дисплее. Отпечаток пальца, это ли просто не потрясающе, ребята? Отпечаток у нас, значит, мы его можем вот так настроить. Продемонстрируем вам скорость его работы. Face ID. Окей, давай Face ID. Face ID тоже настраиваем, чтобы вообще кайфовать. Опа. Все, зафиксировал. А шустро работает. Хорошо работает. Так, переходим к корпусу. Весит телефончик у нас 188,5 грамм. Зачем такая точность, я не знаю. Но в руке лежит уверенно, достаточно приятно, не тяжелый. Рамка у нас пластиковая. Корпус у нас пластиковый. Сейчас все, в принципе, делают пластик, в этом ничего такого нет. Цвета доступны: черный, синий, зеленый и желтый. У нас зеленый. Потрясающий. Красивый цвет, мне очень нравится. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 685. Что это вообще такое? Я вам скажу, что это процессор, который устанавливают в такие как раз такие среднячки. Да, это не флагман, но, извините меня, это вы посмотрите на его цену и, в принципе, на все остальные его характеристики. Чтобы вам было понятно, этого процессора вам хватит, чтобы поиграть в ваш, не знаю, PUBG, Genshin Impact. Не на максимальных настройках, на средненьких, на минимальных будет у вас стабильно работать. Максимальная частота 2800 МГц, 8-ядерный, 4+4. Графика у нас здесь Adreno 610. Результат Geekbench и Antutu у вас сейчас появится на экране. Эти цифры все я говорил для тех, кто разбирается в телефонах, а для тех, кто не разбирается, я сказал, что этого телефона вам вполне хватит для того, чтобы играть в какие-то игрушечки на средних настройках. С остальными всеми задачами он вполне будет справляться. Если вы не играете в игры, то вообще прекрасно. Теперь про память. Оперативная память здесь можно выбрать 6 или 8, тип памяти LPDDR4X, а основной памяти 128 или 256 гигабайт соответственно. Рекомендую вам брать версию на 8256, как, кстати, я держу у себя в руке. Версия на 8256. Также можете вставить сюда карту памяти до 1 терабайта. В принципе, 256 гигабайт вам должно вполне хватить. Батарейка у нас здесь установлена 5000 мА. Это стандарт. На всех телефонах сейчас установлено 5000 мА. Поддерживается быстрая зарядка, как я уже сказал, 33 ватта. Время полной зарядки 1 час 13 минут. Сколько он будет жить? Листая веб-страницы, вам хватит его на 10 часов 5 минут. Просмотр видео на 14 часов 34 минуты. А поиграть вы с ним сможете 6 часов 35 минут. А в режиме ожидания 83 часа. Итак, с зарядкой закончили. Теперь камеры. Основной модуль у нас здесь 108 мегапикселей. Вы посмотрите, он нам прям тут пишет.
серебристым на зеленом, 108 мегапикселей от Samsung. Также помимо 108 мегапикселей у нас здесь установлен ширик на 8 мегапикселей и макрообъектив на 2 мегапикселя. Ну, ими вы навряд ли будете пользоваться, а вот 108 мегапикселями точно попользуйтесь, они вам пригодятся. Зум у нас здесь цифровой, стабилизация цифровая. Максимальная запись видео 1080 30 кадров в секунду. Также у нас тут вспышка LED, вы просто посмотрите, какая она огромная. Я вам сказал какие-то цифры, вы ничего не поняли. Скажу по-простому. 1080 30 кадров это вполне достаточно. Потому что если вы будете снимать, допустим, в 1080 60 или в 4К, то ваши 256 гигабайт быстро закончатся. В принципе, все снимают в 1080 30, этого будет вполне достаточно. Конечно, хотелось бы побольше, но имеем, что имеем. Это стандарт. Этого вполне хватит. Фронтальная камера у нас здесь на 16 мегапикселей с достаточно хорошей плотностью пикселя. 1 микрон. Фотографии получатся четкие, красивые. Запись видео на фронтальную камеру у нас также 1080 30 кадров в секунду. Примеры фотографий и видео сейчас у вас появятся на экране. Можете ознакомиться, оценить. Итак, пример съемки в 1080 30 кадров на фронтальную камеру. Собственно говоря, в темной комнате, ну, с хорошим освещением. Вот вам, собственно говоря, мою прыщавую морду видно во всех, собственно говоря, красотах. Просто прекрасно. Итак, примеры съемки на, собственно говоря, основную камеру. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Звук тоже, кстати, оцените. Качество картинки тоже оцените. Как вам? Напишите в комментариях. Здесь установлен Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, есть NFC, можем оплачивать бесконтактно. Так-то эти цифры вам ни о чем не говорят, это просто новая версия Wi-Fi и Bluetooth, которые работают более быстрее, более шустрее. Кстати, лоток для сим-карт 1 штук. Можем установить 2 симки, либо 1 чип и 1 симку. Звук у нас здесь стерео, как я уже говорил, 2 динамика, будет объемный звук. Звук здесь хороший, достаточно достойный. Тут и есть какая-то музычка, поэтому мы сейчас оценим динамики. Вот как-то так. Напишите свое мнение о звуке в комментариях. Ну, в принципе, так-то и все. Но это был анбоксинг, я вам рассказал о его характеристиках, показал. Ну и главный вопрос, за которым вы, собственно говоря, сюда пришли. Сколько эта радость вообще стоит? На сегодняшний день вы можете его приобрести за 3200 манат. И я вам скажу, что это лучший смартфон за эти деньги. Вы просто не найдете на рынке более выгодного предложения. Вы также зададитесь вопросом, где купить, где просто вот я хочу, я все, я уже готов, я уже обулся и выбегаю. Где купить такую радость? Прямо сейчас вы можете купить этот смартфон в магазине нашего сегодняшнего спонсора, собственно говоря, который мне предоставил этот смартфончик. Официальное представительство Xiaomi в Туркменистане, магазин которых находится на оптовке 15 лет независимости в магазине B124. Если вы меня не поняли, то тут внизу адрес будет написан, контакты. Также вы можете зайти на официальный сайт, можете просто заказать себе доставку, и она к вам приедет, вот этот телефончик, вот эта красота к вам приедет тут же, просто незамедлительно. Сайт тоже на ваших экранах. Ну и как-то так, ребятушки. Напишите свое мнение об этом телефончике, как вам. Хотели бы вы его себе приобрести? Я бы хотел. Мне как раз пора, я бы себе такой, собственно говоря, приобрел. Ну а в любом случае на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые интересные выпуски. Впереди нас ждет еще много всего интересного. Также не забывайте про старые, они также очень интересны. Ну и увидимся с... Ну, и увидимся с вами, когда увидимся. Бывайте.